мы видим, что сейчас есть как английское слово stalemate, я не знаю, как это на русском, когда просто deadlock. Люди столкнулись, да. Столкнулись без движения. Без передвижения, да. Да, без движения в одном стороне или в другом. Как это сломать? Ну, Дудаев говорил в нескольких из его выступлениях о русизме. Это несколько идей, которые взаимно подкрепляющие, сделают фактически из нации какая-то стадо, который будет очень легко манипулировать и будут всегда конфузировать агрессией против других фактически с достоинством самой нации. Как сломать это все? Как освободить людей от ложного сознания? Или вообще это возможно? Но все-таки у нас, если мы говорим о русско-чеченских войнах, есть пример Первой войны, где все-таки Чечня победила. И очень важный был факт, что русское население тогда просто не был готов, и президент Ельцин это понял, продолжать поддерживать эту войну. Ельцин бы не остановил эту войну, если бы не была ситуация, где он понял, что продолжать это будет, он не может быть переизбран президентом. Поэтому мы можем от этого понимать, что какие-то условия существуют, где все-таки это имперское сознание будет нарушено. И как можно создать эти условия? Ну, украинцы делают максимум, чтобы сопротивлять. Экономическая ситуация в России сейчас, несмотря на цены нефти, сейчас очень фрагильна. Боевая способность русских войск снижается. И это очевидно. Если вы платите людей, чтобы они воевали, их первый мысль будет выживать. Они зачем? Потому что если они будут убить, деньги уже они не могут тратить. И поэтому, когда вы имеете целую армию, которая думает только о выживании, естественно, это будет прогрессивно, менее и менее эффективно. Поэтому есть много чего, который фактически работает против России в дальнейшем перспективе. Но очень важный фактор должен быть сделать раскол или сломать сознание, который поддерживает эту войну. И разделить, показать людям, что режим это не их представитель, это их эксплуататор, и который фактически относится к людям не как к людям, но как
к расходному Материалу. материалу. И это очевидно, это было очевидно, естественно, как Путин пришел к власти. У них не было ничего против тех, которые они взорвали. Их были выбраны наугад, просто и люди умерли в снег. Они просто не проснулись. Поэтому правда о путинском режиме, сущность этого режима, сущность ее отношения к человеку, против которого в конечном счете воюют украинцы и воевали чеченцы, это может иметь значение, если будет нарастающий кризис в России в этой войне. Если все будет хорошо, они не будут слушать. Они будут слушать только, когда ситуация меняется. Но у нас, как я уже объяснил, мы видим много признаков того, что ситуация может меняться. Я хочу, чтобы люди просто думали о примере перестройки. Вы помните, или может быть, многие из вас вы можете помнить, что во время Советского Союза, особенно к внешнему виду, общество выглядело абсолютно монолитное. И люди сомневались, зачем эти иностранные радиостанции, как Радио Свобода, Голос Америки, они стараются дать информацию этим людям, которые не будут слушать. Кажется, когда ситуация начала меняться, все эти информации, которые сидел где-то в сознании людей, подсознание, сразу же начали играть огромную роль в политической ситуации. Поэтому в этой ситуации тоже. Сейчас украинцы, они убеждены, что все русские поддерживают, те, которые внутри страны, они поддерживают эту войну. И так это выглядит, между прочим. Хотя даже сейчас я убежден, что ситуация не так проста. Но если будет кризисная ситуация, и я думаю, что рано или поздно это неизбежно, эта информация о настоящем отношении властей в России к собственному народу может все-таки сломать, наконец, лояльность и покорность этих людей к этому криминальному режиму. И победа Украины в этой войне откроет возможности для украинцев, для чеченцев и в самом деле для русских. Потому что это имперское мышление, которое так использует криминальный режим, ничего хорошего им не дает. Самим русским, да? Да. Поэтому я считаю, что один из самых важных факторов, и я это много раз сказал в разных местах, это правда об истории, правда о ситуации, не только о взрывах домов, но Беслан, Норд-Ост,
ужасные провокации, убийство тех, которые наша Анна Полотковская, Борис Немцов, это имя Сергей Ющенков, Юрий Шахачихин, много других, и уничтожение малайского Боинга, потому что это все иллюстрирует идею, что человек это не человек, это просто расходный материал. Его жизнь не имеет никакого значения, кроме как можно использовать для властей. Это именно это, от этого Чечня хотел уйти. От этого Украина хочет уйти и стать нормальными людьми без такой деструктивное сознание. Поэтому надеемся, и мы можем это обсудить, что мы, и я думаю, чеченская община очень хорошо организован сделать эти аргументы, потому что они были первые жертвы всей этой лжи. И будем надеяться, что все-таки правда, как много раз в истории, будет играть свою роль в создании лучшего мира. Спасибо. Yeah. Спасибо. 3-4 дня назад я позвонил, у нас разница во времени 5-8 часов, в Дэвид Саттер в Вашингтоне, и я приглашаю его, я в Киеве, он в Вашингтоне, я говорю, давай в Варшаве встретимся. Не задумываясь, когда он узнал, что вот есть это мероприятие, он сразу начал делать билет и буквально за 2-3 дня. И вчера прилетел сюда. Огромное спасибо. Это не только сейчас. Но он у нас кавалер ордена Честь нации. Он имеет свои особые регалии и особое отношение и к нам, и мы к нему. Очень с большим уважением относятся. Для чеченцев вы вошли в историю. 100%. Огромное спасибо. Спасибо.